Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в программе. 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. 26-й ежегодный семинар «Культурное наследие и модели гражданской интеграции» завершил работу. Согласно статистике, в этом году коклюшем по республике заболели около 300 человек. Причина – отсутствие коллективного иммунитета. 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. В честь 31-й годовщины создания Министерства обороны и Вооруженных сил в Министерстве обороны прошло торжественное собрание. Министр, герой Абхазии Владимир Ануа поздравил личный состав ветеранов Вооруженных сил со знаменательной датой. В своей речи Владимир Ануа рассказал об истории создания и становления абхазской армии. Министр подчеркнул роль выдающихся сынов Абхазии Владислава Арзанова и Сергея Багапша в освободительной и победной войне и в признании независимости нашей страны. Говоря о сегодняшнем дне, Владимир Ануа отметил, что президент правительство республики уделяет постоянное внимание совершенствованию обороноспособности армии, укреплению ее материально-технической базы. Приказом министра обороны вице-президент Бадра Гунба и вице-премьер Владимир Делба награждены медалями «30 лет Победы». Также юбилейными медалями были награждены ряд военнослужащих и офицеры, погибшие при исполнении воинского долга, как во время войны, так и после. С днем создания Министерства обороны военнослужащих поздравил главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания. Поздравительный адрес зачитал секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба. Хочу от имени президента, Верховного главнокомандующего Аслана Георгиевича Бжания, который находится с рабочим визитом в городе Москва, поздравить вас всех с этим знаменательным днем. Мы живем в непростое время. Мы видим, что происходит на Украине, на Южном Кавказе. Наша армия должна быть готова к отражению любых угроз. Она должна стоять на защите нашего народа и нашего государства. Об опыте реализации союзных программ на новом этапе экономической интеграции России и Беларуси шла речь на встрече Инала Арзанба с государственным секретарем союзного государства Дмитрием Мизенцевым. Как сообщает медиацентр МИД, глава внешнеполитического ведомства также проинформировал Мизенцева о готовящейся поездке в Минск правительственной делегации Республики Абхазия для обсуждения широкого круга вопросов сотрудничества. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба принял участие в прямом эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Инал Арзанба прокомментировал итоги встреч президента Республики Абхазия Аслана Бжания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Говорил об аспектах сотрудничества между Абхазией и Россией в военной сфере. Министр также прокомментировал встречу с госсекретарем союзного государства Дмитрием Мизенцевым. Предлагаем вашему вниманию отрывок передачи с участием главы внешнеполитического ведомства нашей страны. Приветствую вас, уважаемые коллеги, телезрители. Встреча президента Республики Абхазия с президентом Путиным прошла 4 октября. За день до этого была встреча нашего президента с Сергеем Викторовичем Лавровым. Я тоже присутствовал. Если в целом аккумулировать смысловое содержание, можно выделить 3 ключевых направления. Первое – это вопросы социально-экономического развития Республики Абхазия. Напомню, что Российская Федерация уже долгие годы реализует важные программы, мы как раз об этом говорили, с точки зрения социально-экономической поддержки нашей страны. Второй блок вопросов – это, безусловно, важнейшие вопросы, которые сегодняшним днем уже выходят на первый план. Это вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. Здесь президент Путин высказал поддержку тем предложениям, которые Аслан Георгиевич озвучил, и для нас это было крайне важно, поддержка президента Российской Федерации. Ну и третье, это, безусловно, тоже актуальный сегодня вопрос, особо актуальный, это интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Здесь между нами, между Республикой Абхазия и Российской Федерацией действует договор
о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. И статья 3 этого договора как раз предполагает оказание содействия Республике Абхазия в ее полноценном участии в интеграционных объединениях, которые реализуются на постсоветском пространстве при содействии и по инициативе Российской Федерации. Только что буквально встречался с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, приехал к вам от него, с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Мы очень активно изучаем опыт союзного строительства. Действует 28 союзных программ, начиная от таможенного регулирования, заканчивая налогообложением. Это разработка единых стандартов, которые работают и будут работать между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Отдельно мы изучаем вопросы военно-технического взаимодействия. Работает оборонная доктрина союзного государства. Для нас это тоже крайне важный опыт, и мы будем его изучать. По итогам переговоров Аслан Георгиевич заявил о том, что Республика Абхазия готова к участию в союзном государстве Российской Федерации и Республики Беларусь. Почему он это сказал? Потому что это полностью соответствует коренным интересам нашего народа. Для нас это крайне важно. Мы полностью поддерживаем будущий процветающий союз суверенных государств. Мы за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда в межгосударственных объединениях уважают страны, уважают их самобытность, их культурный код. Поэтому мы вместе с Российской Федерацией, мы вместе с Республикой Беларусь. Благодарю, это справедливые, интересные вопросы. Первое, что касается союзного государства и нашего участия и признания дипломатического со стороны Минска. Мы создаем фундамент для того, чтобы это решение было принято. Признание само по себе возникнуть не может. Признание нужно подготовить, нужно сформулировать принципы нашей совместной работы и начать реализацию торгово-экономических, культурно-гуманитарных проектов. Чем мы сейчас и занимаемся совместно с нашими белорусскими братьями. Я хочу отметить, что у нас очень теплые, добрые отношения. Мы были все в одном государстве в свое время, и у нас очень тепло относятся к белорусам. Уже сегодня первые поставки абхазских товаров на белорусский рынок завершены. Они будут продолжаться. Мы работаем над реализацией крупного инвестиционного проекта как раз в Ачимчирском районе. Сейчас мы видим на экранах, только пишется через букву «ы» по абхазской транскрипции. И мы надеемся на то, что здесь появится крупный санаторно-курортный комплекс. Это наш совместный проект с белорусами. Ну и третье – это сфера культуры, сфера спорта. Здесь мы тоже создаем достаточные условия для признания государственного суверенитета. В ближайшее время планируется поездка крупной правительственной делегации Республики Абхазия в Минск. Я тоже буду в этом участвовать. Мы будем налаживать межведомственное отраслевое взаимодействие, утверждать отраслевые планы действий и постепенно двигаться к этому решению. По второму вопросу было бы некорректно с моей стороны комментировать реакцию президента России и министра иностранных дел Российской Федерации. Думаю, что это сделают соответствующие пресс-службы или они лично. А по третьему вопросу, что касается гармонизации и такого соответствия нашего уровню интеграции между Россией и Беларусью, это очень важный вопрос. Хочу проинформировать, что работает программа гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Это как раз и есть такой своего рода первый этап к интеграции в интеграционные объединения. Здесь десятки пунктов, по которым мы вместе работаем с российскими коллегами. Конечно, уровень интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь весьма высокий, но именно поэтому мы как раз и ведем консультации с госсекретарем союзного государства и будем вырабатывать общие подходы. Начну с Нагорного Карабаха. Действительно, вы правы. Нагорный Карабах не был субъектом международного права, не для одной участницы Организации Объединенных Наций. Даже сама Армения не признавала и не наладила дипломатические отношения за все эти годы с Нагорным Карабахом. Могу сказать одно, что мы с болью в сердце наблюдали и наблюдаем за тем, что там происходит. Для нас это люди не чужие, для нас это близкие люди. У нас в Абхазии большое количество наших братьев армян проживает, и армянская община достаточно крупная. Мы активно взаимодействуем и общаемся, поэтому, конечно, для нас это фактор сопереживания, фактор боли. Конечно, мы надеемся на то, что в Нагорном Карабахе ситуация будет стабильной, хотя мы видим, какое количество армян покинуло
Нагорный Карабах и переехала в сторону Армении. Конечно, это говорит о многом. Но хочу сказать однозначно, что не совсем уместны параллели, безусловно. Может быть, они совсем неуместны между Республикой Абхазия и Нагорным Карабахом в силу того, что мы поддерживаем дипломатические отношения. И самая крупная страна в мире признала наш государственный суверенитет. Мы это очень ценим. Российская Федерация. Что касается нашего военно-технического, военного сотрудничества, опять же, возвращаюсь к нашему договору 2014 года с Российской Федерацией. Это базовый договор, который как раз предполагает и регулирует определенные направления нашего сотрудничества в военной сфере. Напомню, что в Республике Абхазия действует 7-я объединенная военная база. Да. Она работает. Мы активно тоже взаимодействуем и общаемся. Это важнейший фактор безопасности для нас. И дополнительно в результате переговоров и в результате усилий нашего президента, в результате поддержки российского президента у нас появится пункт материально-технического обеспечения. Тоже не могу, к сожалению, пускаться в детали, но скажу, что в ближайшее время уже начнутся конкретные работы в этом отношении. И для нас это тоже укрепление нашей обороноспособности. К сожалению, Грузия до сих пор не подписала с нашей республикой соглашение о неприменении силы. Вот совсем недавно мы праздновали наш великий праздник 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Президент Путин поздравил нашего президента с этим. Конечно, мы вспоминаем, и наши старшие вспоминают, что произошло 30 лет назад. Мы, конечно, не хотим повторения этого сценария. Вспоминали абсолютно ужасающие вещи, которые происходили, к сожалению. К примеру, Ладская трагедия, когда грузинские бандиты сбили гуманитарный рейс. Вертолет, погибло 87 человек, из них 35 детей и даже не родившийся ребенок. Когда не успевает появиться на свет, как же мы можем это забыть, как же мы можем это простить? Конечно же, не можем. И, конечно, мы отстаиваем нашу землю, это наша семья, наш дом. Грузины воевали за так называемую территориальную целостность, а мы и наши старшие воевали за свой дом, за свои семьи и за свою землю. Поэтому мы надеемся на то, что будет мир, но при этом мы готовимся к разным сценариям развития событий. У меня чувство ностальгии в связи с этим сегодня. Очень рад вас видеть. А что касается конфликта, конфликт имеет такую очень сложную, болезненную историю, 75 лет. И понятны причины этого конфликта. Они заключаются и лежат в плоскости палестинской государственности. Мы все это прекрасно понимаем. И опять же приходится сетовать на позицию Соединенных Штатов Америки, в кавычках, благодаря отсутствие палестинской государственности. Да, и которую как раз Соединенные Штаты Америки эту тему рассматривают совершенно неправильно, и в связи с этим и возникают такие ситуации. У нас очень хороший диалог с спецпредставителем президента Палестины в России, мы общаемся с послом Палестины в Российской Федерации, и могу вам сказать откровенно, уже сейчас можно, что именно представители США блокировали установление дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной, о чем открыто мне наши друзья говорили. И такое ощущение, что американцы хотят спроецировать доктрину Монро глобально. Они хотят быть везде, они хотят диктовать свою диктаторскую волю по всему земному шару, к сожалению. И естественное движение в сторону многополярности, оно ведь неизбежно. Но США это не признают. Почему Владимир Путин становится самым ярким и влиятельным человеком в мире? Потому что он предвидел движение в сторону многополярности и фактически является основателем практической многополярности в мире. И он об этом говорил еще в Мюнхенской речи, еще задолго до того, как многополярность стала мейнстримом. Именно поэтому мы с огромным уважением относимся к международно-политическим принципам Владимира Владимировича Путина. Вы упомянули про парламент Канады, не могу это не прокомментировать. Это ведь абсолютно несмываемый позор. И мы очень ценим, что и президент Беларуси Лукашенко, и президент России Путин последовательно отстаивают историческую правду. Для нас это крайне важно. И в заключение хочу сказать, что когда люди сражаются за свой дом, за свои семьи, как это было и у нас, это невозможно не учитывать в процессе разработки внешнеполитических ориентиров. К сожалению, Соединенные Штаты Америки это
не учитывают. И хотел процитировать первого президента Республики Абхазия, нашего национального лидера Владислава Арзенба. Он говорил, если позволите, на абхазском языке, переведу на русский. Он говорил так: «Харт апсуа азы ипы хаштам. Харги азин хаму хапсадгилы ахакуитрерзы акупара». Это означает, что когда ты сражаешься за свой дом, за свою семью, за Богом данную родину, ты обязательно победишь. И я очень надеюсь на то, что люди перестанут страдать, погибать и восстановится мир. Делегация Народного собрания Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба примет участие в работе 39-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая будет проходить в Астрахани с 11 по 13 октября. Ключевая тема предстоящей конференции посвящена вопросам развития туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Российской Федерации. Генпрокурор Адгур Агарба направил в парламент в порядке законодательной инициативы проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Кроме того, генеральный прокурор направил предложение о внесении изменений в редакцию статьи 124 Уголовного кодекса «Клевета». Депутатам парламента предлагается ввести временный запрет на применение судами мер пресечения в виде домашнего ареста и залога в отношении лиц, подозреваемых в обвиняемых в совершении преступлений против государственного устройства, жизни и здоровья граждан, коррупционных преступлений и других. Борис Квициня, пропавший без вести в сентябре 1993 года, торжественно перезахоронен на мемориальном кладбище в парке Славы в центре Сухума. На могиле бойца при поддержке администрации города была установлена надгробная плита. Репортаж Рады Чичава. Борис Квициня с первых же дней войны ушел на фронт. И, как рассказал заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе, храбро сражался за свободу и независимость Родины. Во время сентябрьского перемирия Бориса Квициня отправили на переговоры, и с тех пор об его судьбе ничего не было известно. Он, конечно, не задумываясь, сразу с первых дней пошел воевать, воевал мог в Амчай совхозе. Командиром у него был Мирон Джинджал, Джинджал. Первого дня он с ними находился. Я вот его в бою видел, вот это было в 93-м году, в июле. Это когда мы освобождали трассу, встречали баржу. Вот он там был гранатометчиком. Мы его Туткой называли, а настоящее имя его Борис, но Туткой называли. Он там очень храбрым бойцом себя показал. У нас получилось перемирие в сентябре. Его отправили на переговоры, он ездил то в Ачемчиру, ездил, то в Гульрипский район. В тот день, когда, значит, он пошел утром, я вот точно сейчас не помню, но в сентябре, под конец сентября, он пошел на переговоры, и когда наши войска двинулись, мы пошли в наступление, его грузины взяли в заложники. Друзья и близкие запомнили Бориса Квициня не только смелым бойцом, готовым отдать жизнь за родную землю, но и по-настоящему достойным человеком и хорошим другом, который мог всегда поддержать в трудную минуту. Бориса Квициня я знал давно, с детства еще. Мы в одной школе учились, в Моквичай совхоз. Я его хорошо помню, он всегда был таким активным, дружелюбным, всегда мог на помощь прийти. Очень такой человек был юморной, любил все время шутить, с ним находиться, пообщаться, поговорить. Это одно удовольствие было. Если ты даже грустный, чем-то недоволен был, допустим, он всегда настроение поднимал. Останки бойца были обнаружены спустя 27 лет и перезахоронены на мемориальном кладбище в парке Славы в самом центре столицы. Сын Бориса Квициня родился во время войны и отца так и не увидел. Сегодня Аслан Квициня от лица всей семьи не только поблагодарил администрацию города за оказанную помощь, но и рассказал, как много перезахоронение отца значит для всех родных и близких. 3 года назад они вот нашли, уточнили 100%, что это он. И вот мы уже как-то убеждены, что это он, а он до этого, где был в Атарах, перезахоронили сюда. И мы хоть знаем, что это наш отец, и что это он, и что мы можем приходить в любое время к нему именно, а не мы не знали, может, это вообще останки грузинские, мы не знали же.
Сейчас вот 100%, да, знаем, конечно, облегчение на душе у нас у всех в семье. Бойцов, пропавших без вести на полях войны, огромное множество. Каждый из них отдал жизнь за мирное небо над нашими головами. И это не просто важно, а поистине неоценимо. Возможность предать их останки земле, как и положено, не только облегчает участь семей, потерявших родных, но и позволяет нам не забывать и чтить их подвиг. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. На перевале Пв у памятника советским воинам состоялась церемония возложения цветов в честь 80-летия Победы в битве за Кавказ. Военнослужащие Минобороны Абхазии, священнослужители Абхазской православной церкви, представители Дома Москвы в Сухуме, инициативная группа культурного фонда «Платформа» и Ассоциации российских соотечественников почтили минутой молчания память всех павших в битве за Кавказ. В Гааге завершил работу 26-й ежегодный семинар сети этнологического мониторинга «Культурное наследие и модели гражданской интеграции». Мероприятие проходило с 6 по 10 октября и объединило более 40 ученых из России и Абхазии. Алика Трапш расскажет детали. Семинар «Культурное наследие и модели гражданской интеграции», организованный сетью этнологического мониторинга, объединил более 40 ученых, экспертов России и Абхазии. Мероприятие проводится уже 26-й год. Общественная организация «Содействие этнологическому мониторингу и раннему предупреждению конфликтов», созданная в 1995 году с целью изучения и мониторинга этнополитической ситуации конфликтов в кооперации с распределенным Центром межнациональных отношений и религиозных проблем Миноборнауки России, объединяет ведущих экспертов научно-исследовательских институтов и вузов более 40 регионов России. Организует ежегодные семинары, публикует экспертные доклады и тематические сборники. Задачи наши, тут две задачи. Первая – это итоги года этнополитической ситуации. Мы ведем мониторинг по определенным индикаторам, который мы разработали еще больше 20 лет тому назад. Кстати, завтра будем думать об обновлении этого перечня индикаторов. И это первая задача. И потом по итогам этих оценок и этих сообщений мы готовим такой ежегодный доклад. По словам ведущих специалистов в области межнациональных отношений, ежегодная ситуация отношения людей к происходящим во всем мире процессам меняется. Касаемо России, как отмечают эксперты, больше укрепляется патриотизм, идентичность. Проблемы, связанные с межэтническими проблемами, трениями, отходят на задний план. И в целом ситуация в этнополитической и конфессиональной сфере экспертами оценивается позитивно. Но нельзя не отметить, что и проблемы прежние остаются. Есть проблемы, связанные с сохранением культурного многообразия нашей страны. Языковая ситуация многих волнует, миноритарные языки, малоязыки, жизнь малочисленных народов и национальных меньшинств. Ситуация связана с миграционными процессами, она остается, хотя миграция отошла тоже немножко на второй план, но тем не менее она остается очень актуальной всегда, и проблема адаптации, интеграции. Но добавилась проблема, от которой мы сейчас вели речь тоже, проблема адаптации, интеграции новых территорий и населения, особенно в связи с многочисленными беженцами или переселенцами с востока Украины на территорию Российской Федерации. В ходе семинара абхазские и российские эксперты выступили с докладами на различную тематику. Как сочетается общероссийское сознание идентичности и этнокультурное. Темы связаны с оценкой символов и ценностей, этнополитические процессы в республиках Северного Кавказа, возможные перспективы урегулирования грузино-абхазского конфликта, современное состояние и динамика межнациональных отношений и так далее. Все эти материалы, они важны не только научному сообществу, которое занимается этнологией, этнополитологией, да, но также и органам власти, которые реализуют, собственно, национальную политику в целом в России, в ее регионах. Опыт Республики Абхазия, он тоже интересен, он тоже требует осмысления. С абхазской стороны в семинаре приняли участие кандидат исторических наук Нателла Акаба, кандидат географических наук Нури Багапш и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Это хорошая возможность познакомиться со своими коллегами, узнать новых людей, новых имен,
пообщаться с ними, значит, какие работы имеются, выходят и так далее, обсуждаются сегодня. То есть это абсолютно необходимый обмен мнениями. 26-й ежегодный семинар сети этнологического мониторинга «Культурное наследие и модели гражданской интеграции» проходил с 6 по 10 октября в Гагре при поддержке администрации президента Татарстана. Соорганизаторами семинара являются Институт этнологии и антропологии РАН имени Миклуха Маклая и Академия наук Абхазии. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Научным сотрудникам отдела цветоводства и отдела интродукции растений Ботанического института Алине Сангуле и Елене Джаконе присвоены научные степени кандидатов биологических наук. Диссертационный совет состоял как из абхазских, так и приглашенных из Российской Федерации ученых. На защите диссертации присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Азины Ханагу. Тему биолого-экологические особенности некоторых теневыносливых цветочно-декоративных растений в условиях приморской полосы Абхазии Алина Сангуле выбрала не случайно. Ведь городские насаждения, парковая зона прибрежной полосы Абхазии в основном состоит из крупномерных, старых, разросшихся деревьев, густая тень которых, охватывающая большие площади, не позволяет оформлять эти участки светолюбивыми культурами, которые составляют основную часть традиционно применяемого ассортимента. Большинство видов из группы теневыносливых растений, рекомендуемых для средней полосы умеренного климата, в условиях нашего региона на фоне экзотической растительности совершенно теряются. Поэтому возникла необходимость в подборе теневыносливых растений для озеленения урбаноценозов. Биологические особенности теневыносливых растений слабо изучены и сводятся в основном к фенологическим наблюдениям за сезонным ритмом роста и развития, сроками цветения отдельных групп теневых растений. В этой связи актуальны исследования по привлечению видового и сортового состава культур, пригодных для произрастания в тени и изучению их биологии и устойчивости в Абхазии. Целью нашей работы являлся анализ биолого-экологических особенностей таксонов, многолетних травянистых и кустарниковых растений, представляющих интерес для выращивания в затененных местоположениях, и определение перспектив их использования для декоративного паркостроения на территории Абхазии. По результатам экспериментальных работ подобран ассортимент теневыносливых цветочно-декоративных растений, адаптированных к условиям затенения. Проведен анализ степени затенения куртин 5 наиболее посещаемых и старовозрастных парков столицы. Установлены минимальные уровни освещения для нормального развития и сохранения декоративных качеств растений 45 отобранных таксонов, из которых 10 ранее в Абхазии не культивировались. Впервые для условий Абхазии были применены модифицированные методики декоративной оценки и степени затененности. Разработан ассортимент теневыносливых цветочно-декоративных растений для использования в ландшафтном дизайне, создающий эффект круглогодичного цветения. Из существующего перечня теневыносливых видов и сортов, традиционно используемых в декоративном паркостроении, нами выделено 23 таксона. Также в результате оригинальных исследований отобраны 11, считающиеся цветолюбивыми, но рекомендуемых нами для затененных местоположений, и 11 теневыносливых, новых и малораспространенных в регионе, успешно прошедших стадию первичного интродукционного испытания на территории арборетума БИН-АНА. Научным руководителем диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата биологических наук выступила заведующая отделом цветоводства Государственного научного учреждения Ботанический институт АНА Ирина Папазян. Она очень ответственный человек, очень заинтересованный человек. Она очень много и действительно привнесла своего, спорила со мной очень много, доказывала где-то, что она права. Она полностью готова, по моим понятиям, к самостоятельной работе. Она способна к самостоятельному анализу. Она не просто может собрать материал, она его может проанализировать и сделать выводы. В рамках защиты было представлено немало отзывов, в которых отмечалась важность исследуемой работы. Официальным оппонентом выступила заведующая отделом цветоводства Национального научного центра РАН Вера Зыкова, которая в своей речи акцентировала внимание на замечаниях.
В 4 главе описаны морфологические и биоэкологические особенности растений, изученных таксонов. В начале главы некоторую путаницу создают разные термины, использованные для характеристики затененного участка. Низкая освещенность, постоянное затенение, сильное затенение. Унификация терминологии улучшила бы восприятие работы. Алина Сангуля ответила на вопросы членов диссертационного совета и ученых. Также соискатель ученой степени аргументировала высказанные пожелания и замечания. С диссертацией на соискание ученой степени кандидата биологических наук также выступила Елена Джакони. Работа посвящена биоэкологическим особенностям интродукции представителей рода клен, а также перспективы их использования на территории Абхазии. Над диссертацией Елена Джакони работала 17 лет. Нами были исследованы из рода клен 35 видов. Мы провели фенологические исследования и получили очень интересные результаты, которые характеризуют большинство видов как наиболее перспективные в условиях Абхазии. Данная исследовательская работа отличается комплексным подходом к изучению представителей рода клен. Большое наше достижение, как я считаю, это то, что мы впервые описали соцветия нашего реликтового эндемичного вида клена сосновского. До нас при исследовании мы это выяснили, не было описано подробно это соцветие. Это, вот, можно сказать, наше нововведение. Алина Сангуля и Елена Джакони успешно защитили работы на соискание ученой степени. Шазина Ханагуа, Валерий Квиквискири, Абхазское телевидение. Состоялось заседание Абхазо-российской рабочей группы по правоохранительному сотрудничеству, сообщает пресс-служба ГТК. Стороны обсудили взаимодействие в сфере противодействия незаконному перемещению через границу табачной продукции, противодействие контрабанде наркотических и психотропных средств, реализацию мер по пресечению перемещения через границу оборудования для извлечения криптовалют. Вакцинация – одно из самых важных достижений медицины в истории. Доказано, что вакцины являются эффективным, безопасным, экономичным средством контроля и устранения опасных для жизни инфекционных заболеваний. Ежегодно они спасают примерно от 2 до 3 миллионов жизней. При этом для достижения коллективного иммунитета важно, чтобы охват населения вакцинации был выше специфичного для заболевания порога. Главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния рассказывает, что уже не помнит такого дня, когда бы в отделение не поступил больной коклюшем. В основном это, конечно же, дети. Гугуца Вардания продолжит тему. Согласно статистике, с каждым годом в Абхазии увеличивается число родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. По словам врачей, многие матери испытывают страх перед возможными негативными последствиями и предпочитают оставить детей без защиты от вирусов. В то время как специалисты в один голос утверждают о том, что низкий уровень вакцинации представляет серьезную угрозу для здоровья всех граждан, особенно детей. Потому что падает коллективный иммунитет. Не заболевает популяция тогда, когда много ее членов имеет иммунитет против той или иной инфекции. Чем меньше мы делаем прививок, тем меньше людей, которые защищены. В итоге кто-то один занес в эту популяцию вирус, и дальше пошло полыхать по цепочке. Главврач инфекционной больницы Астамур Гуния рассказывает, что уже не помнит такого дня, когда бы в отделение не поступил больной коклюшем. В основном это дети. Самыми маленькими пациентами были ребенок, которому всего 20 дней от роду, и 2-месячный малыш. Их чудом удалось спасти. По этическим соображениям этого нельзя делать, заснять вот момент приступа и показать вот родителям, которые против прививок. Я думаю, что они бы свое мнение кардинально поменяли бы, потому что ребенок задыхается, чернеет, недостаток кислорода, сатурация падает. Потому что у месячного ребеночка, у 20-дневного, 2-месячного, у него кашлевой рефлекс отсутствует, он не может откашлять мокроту. Это все скапливается, это все мы аппаратами отсасываем, даем кислород. Вот так вот мучаются дети. Есть вот порой родители выходят, вот мы не можем на это смотреть, на мучение своего ребенка. Понимаете? Вот, чтобы этого не было, конечно, надо прививать. Согласно статистике, в этом году коклюшем по республике заболели около 300 человек. Причина – отсутствие коллективного иммунитета. Практически все дети, которые
заболевают этой болезнью, не имеют вообще вакцины или неполный курс вакцинации. Хотя хочу отметить, что даже если ребенок получил полный курс вакцинации, это не значит, что он не заболеет, но болезнь будет у него протекать намного легче. А, к сожалению, вот это все вызвано тем, что у нас очень низкий уровень вакцинации. Практически нет детей, которые получили необходимый полностью курс прививки от коклюша, дифтерии и столбняка. Вы же понимаете, мы же тоже родители. Мы же не враги своим детям. Мы же своим детям делаем все. Нам делали прививки, когда мы были маленькие, потому что гораздо легче переносят привитые дети. Это абсолютно бесплатно. А потом уже, даже если с финансовой точки зрения подойти, выхаживать, лечить такого больного, это очень дорого. Правда, у нас все бесплатно, но есть моменты, когда мы не справляемся, особенно это вот грудные дети. Хотя у нас были и 20-дневные, и месячные, и двухмесячные, когда совсем тяжелые, нам приходится их переводить в Российскую Федерацию, в больницу. И лечение одного дня такого ребеночка в реанимации обходится очень дорого. Очень дорого, поверьте мне, вот государство оплачивало нескольким больным лечение. Процесс иммунизации в Абхазии особенно ослаб после пандемии коронавирусной инфекции, рассказывает глава Гудаутской СЭС Инга Чанба. Убедить родителей сделать прививку стало еще сложнее, чем в прежние годы, а самые яркие противники вакцинации живут в социальных сетях. Если мы перед ковидом достигли где-то 50% по многим видам вакцин и так далее, сегодня где-то 30%. Это очень мало. Дети, значит, процент охвата детей, вот острые респираторные заболевания и другие вирусные инфекции, с 1 октября начиная мы ведем регистрацию. По 30-го, как вот раньше мы мониторили детскую заболеваемость, и сейчас тоже мы это продолжаем. Просто она растет. В Абхазии иммунизацию проводят согласно национальному календарю. На 2-5 день жизни малыша вводится вакцина БЦЖ, а уже с 2 месяцев против коклюша, дифтерии, полиомиелита, вирусного гепатита Б, ротавирусной инфекции, кори, краснухи и других опасных заболеваний. Перед вакцинацией врач-педиатр обязательно проверяет, есть ли у ребенка противопоказания. Там, где действительно нельзя делать прививки, существует такое понятие, как медотвод. Но медотвод, он дается на какой-то период. Да? Ну вот, допустим, если ребенок условно на КДС, я беру старые советские, да, вот, чтобы понятно всем было, а КДС дал выраженную реакцию аллергическую, делается медотвод на 6 месяцев. Через 6 месяцев смотрят, как ребенок развивается, что могут снять медотвод. У нас же, если в 6 месяцев дали медотвод по поводу чего-либо, то человек до старости считает, что ему прививаться нельзя. У него был медотвод. Но это проходит, организм развивается, и медотводы снимаются. Есть, конечно, безусловные противопоказания, но это педиатры определяют по каждому конкретному ребенку отдельно. Одна из самых главных причин отказа от вакцинации – утверждение, что прививки могут спровоцировать аутизм. Основателем этой гипотезы является британский врач Эндрю Уэйкфилд, который в 1998 году опубликовал в одном из медицинских журналов результаты исследований, которые якобы доказывали связь между вакцинацией против кори и детским аутизмом. На первый взгляд, данные, которые показал Уэйкфилд, выглядели очень убедительно. До публикации статьи мало кто знал, что Уэйкфилд не отметился никакими научными открытиями и достижениями. После выхода исследований ситуация изменилась в корне. Молодого врача стали охотно приглашать на телевидение. Его фотографии не сходили с обложек британских таблоидов. Казалось, что причина возникновения аутизма у детей наконец разгадана. А значит, в скором времени можно будет совершенно победить эту болезнь. Достаточно только исключить из оборота ту самую зловредную вакцину против кори. Он для своего исследования взял 8 человек. Впоследствии, вот я как раз, у меня статья открыта, впоследствии было перепроверено его данные на 657 491 ребенке. То есть разница 8 и 657 тысяч. Где будет более достоверная информация? Естественно, во втором случае. И
не было ни одного подтверждения тому, что вакцина КПК связана с аутизмом. В любом случае надо спросить, а для чего это было сделано? А доктор продвигал свою моновакцину от кори. Вот он говорил, что вот эта плохая, она делает вот так, а вот моя хорошая, она так не делает. Иммунизация, по словам медиков, помогает избежать сотни летальных случаев и эпидемий. Специалисты призывают прислушаться к их мнению и защитить себя и своих близких от опасных болезней. Гугуца Вардани, Адам Рджени, Камила Джопо, Инал Гвинже, Абхазское телевидение. В рамках подготовки ко второму Абхазскому медицинскому форуму министр здравоохранения Эдуард Будба встретился в Москве с директором Российского научного центра хирургии Константином Котенко. Как сообщает пресс-служба Минздрава, стороны обговорили возможность оказания жителям Абхазии медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. Абхазский медицинский форум планируется провести в 2024 году. С началом учебного года ВААК приступил к реализации второго этапа диспансеризации в сельских школах республики. Врачи уже обследовали около 200 учеников и учителей. Помимо данного проекта, команда Конгресса за эти 3 месяца реализовала и другие запланированные мероприятия, большая часть из которых была связана с 30-летием Победы в Отечественной войне. Об итогах работы и планах команды ВААК в материале Эсмы Джикерба. Последние 3 месяца, как и все предыдущие для команды Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, были насыщенными и плодотворными. 22 и 23 июля ВААК принял участие в фестивале игр народов Абаза, который традиционно проводится в Карачаево-Черкесии. Это своего рода олимпиада среди команд абазинских аулов КЧР и других регионов проживания абазин и абхазов. Также в рамках фестиваля в Черкесске прошел форум коренных малочисленных народов России, участники которого обменялись опытом по сохранению языка, культуры и традиции. С началом учебного года Конгресс совместно с Минздравом запустил второй этап диспансеризации в сельских школах республики. Первый выезд в село Чгярда Чимчирского района. На осмотр к врачам также приехали школьники и учителя из села Гуада. Всего врачи приняли около 100 человек. Второй выезд для проведения диспансеризации состоялся в село Псху с 15 по 18 сентября. Эта поездка отличалась своим масштабом и сложностью. Псху — труднодоступное село, поэтому было целесообразно провести там осмотры не только детей, но и всего населения. Всего в осмотрах приняли участие около 80 человек. И эта диспансеризация отличается от диспансеризации, которые проводились за последние 30 лет, тем, что, опять же, на Псху приехал УЗИ-аппарат и КАМАЗ, который возит с собой рентгеновский аппарат. Такого ранее сделано не было. В целом нас в этой поездке очень сильно поддержала администрация Сухумского района, Министерство здравоохранения Абхазии, НИИПИД, который взял на себя анализы. И благодаря таким тесным партнерским усилиям такой большой проект стал возможен. В рамках родительского клуба Конгресс совместно с медицинским центром Альбамед провел медико-социальную конференцию «Реабилитационный потенциал детей с задержкой речевого и психического развития». С основным докладом выступил врач-нейрофизиолог высшей квалификационной категории из Санкт-Петербурга Александр Горелик. Конференция объединила врачей-дефектологов, логопедов, педагогов, представителей социальных структур и родителей. Продолжился экскурсионно-образовательный проект Аймадара, направленный на проведение детского образовательного досуга. На этот раз участниками экскурсии Аймадара стали 58 детей и родителей из сел Бедия и Баслав. Поездка началась с посещения национального дельфинария в Гагре. Затем дети отправились в этнопарк Апсны. Школьники узнали много интересного о национальных традициях, прогулялись по территории этнопарка, постреляли из настоящего лука. Последней остановкой стала Новоафонская пещера. Завершилась Ачимчирская школьная лига по футболу. По итогам чемпионата первое место заняла Ачимчирская школа номер 2, второе – команда из села Тхина, третье – команда села Баслав. Призом для всех участников турнира станет поездка в Сочи на матч российской премьер-лиги между легендарным «Зенитом» и футбольным клубом Сочи 7 октября. Одним из спонсоров, поддержавших турнир, стал Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Разработали и напечатали учебное наглядное пособие в Бамборскую среднюю школу.
Также оказали помощь в установлении стенда с историческими знаменами в Атхарской средней школе, где открылся музей боевой славы. Конгресс при партнерстве с Россотрудничеством в Абхазии отправил и сопроводил 15 детей в знаменитый детский лагерь «Артек». ВАК содействовал проведению двухдневной выездной выставки Государственного музея Отечественной войны имени Сергея Дбар. Экспонаты выставки – 30 колыбелей, принадлежавших семье мальчиков, которые впоследствии стали мужчинами-воинами и положили головы на алтарь свободы своей родины. Также Конгресс запустил проект «Письмо», который объединяет письма участников и свидетелей войны, адресованные родным и близким. Истории зачитывают сотрудники ВАК. Видеозаписи опубликованы в социальных сетях и на официальном сайте Конгресса. Премьера фильма «Древняя абхазская броня» состоялась на площадке ГУМа. Картина снята в рамках проекта ВАК и организации Алашера о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа Амазара. В фильме раскрывается портрет абхазского воина, элементы и особенности брони, а также процесс ее воссоздания художником Баталом Джепуа. Режиссером фильма выступил Дауд Логуа. По инициативе Конгресса в этнопарке прошел турнир по национально-спортивной игре Аймцакячера. За титул чемпиона поборолись 3 команды. По итогам соревнований победила команда из села Члоу. Второе место заняла 5-я Сухумская школа, 3-я команда из села Лыхны. Участников турнира наградили кубками, медалями и грамотами. Спросите у других, у моих игроков, они все сомневались в победе, но я всегда говорил, не сомневайтесь, мы возьмем 1-е место. И так получилось, что мы выиграли. У меня эмоции просто нету слов таких эмоций. Как и прежде, Конгресс одной большой семьей системно реализует проекты, направленные на сплочение народа, создание условий для возвращения соотечественников на историческую родину, укрепление и развитие гражданского общества, сохранение родного языка, культуры и традиции. В таком ключе будет продолжаться работа и впредь. Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Жителю села Баслата Сухумского района вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территории Абхазии наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Подробности в оперативной съемке МВД. В результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району и отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста ПСО ГТК Республики Абхазия после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСО была остановлена автомашина ГАЗ-3302 за госномером К-114НН под управлением Джанаян Руслана Рудиковича, 1983 года рождения, жителя села Баслата. В ходе осмотра данного автотранспортного средства в салоне под пассажирским сиденьем сотрудниками милиции обнаружено и изъято 2 медицинских шприца с жидкостью, как впоследствии установлено при исследовании в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел с наркотическим веществом метадон. Также обнаружен сверток с наркотическим веществом метадон и денежная купюра номиналом 10 рублей с наркотическим средством гашиш. 10-рублевая купюра, развернув которую мы наблюдаем вещество коричневого цвета. Гражданин Джанаян, скажите, пожалуйста, что находится, что это за вещество? Гашиш. Где вы его приобрели? В Адлере. Руслану Джанаян вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223, частью 1 статьей 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследование которого проводит следственный отдел райотдела. Джанаян Руслан решением суда Гагрского района заключен под стражу. Общественная палата Абхазии объявляет о начале приема ходатайств от политических партий и общественных организаций на замещение вакантного места процедурой конкурсного отбора. Документы можно подать до 20 октября включительно. Дата проведения конкурсного отбора – 25 октября. В пятницу 13 октября на сцене Абхазского драматического театра состоится показ музыкального спектакля по поэме «Рапсодии» народного поэта Абхазии Мушнила Суря «Золотое руно». Премьера спектакля прошла 5 сентября и была приурочена к юбилею автора. «Золотое руно» – первая поэма Мушнила Суря. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал произведению абхазские черты. Режиссер постановки Мадина Аргун.
10 октября вышел в свет очередной выпуск газеты «Республика Абхазия». Любовь к профессии начинается с любви к детям. Главная тема выпуска, приуроченная ко Дню учителя. В статье раскрывается тема преподавания как призвание. Ведь учитель – это не просто педагог, а человек, который наравне с родителями прививает правильные жизненные ценности. В новом выпуске также можно найти информацию о выборах академиков и членов-корреспондентов Академии наук Абхазии. В газете можно ознакомиться с ходом раскопок на античном городище Гюенос в Очимчире, прочитать статьи о героях, ветеранах Отечественной войны, народа Абхазии, таких как Гена и Джон Амичба, Анатолий Сидоренко, Руслан Шенгели. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 10 октября, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня временами дождь, гроза, местами возможен с градом. В горах снег, температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.